Здравствуйте, уважаемые любители спорта. Как всегда в это время на телеканале НТС программа «Таймаш», и сегодня вы увидите. Городской бассейн «Дельфин» спустя почти 6 лет вновь открыл свои двери для воспитанников с Дюшор и жителей столицы. В Бишкеке стартовала школьная лига. В ее рамках более 12 тысяч школьников будут состязаться по 13 видам спорта в течение всего учебного года. С сегодняшнего дня мы начинаем подводить итоги года. Сегодня мы поговорим об успехах сборной по борьбе на поясах. Несколько дней назад в столице после долгого простоя состоялось открытие городского бассейна «Дельфин». Напомню, в специальной детско-юношеской школе Олимпийского резерва больше полувека занимались спортсмены по многим видам спорта. В 2011 году «Дельфин» закрыли на ремонт, и все пошло не по плану. Капитальная реставрация исторического объекта затянулась на целых 5,5 лет. Долгострой удалось завершить лишь этой осенью. Воспитанники из Дюшор без промедления вернулись в родной дом. Здесь в основном тренируются дети до 18 лет, работают тренера, заслуженные тренера, мастера спорта международного класса. Вот сейчас в данный момент тренируется современная пятиборье, работает заслуженный тренер Закутний. Вот, пожалуйста, дети сейчас у нас могут войти в основной состав сборной команды, который вот сейчас работает, тренируются дети до 18 лет. Хорошая новость для жителей столицы. Руководство городского бассейна проводит доступную ценовую политику. Сюда могут ходить все, от мала до велика. Тем более наша столица пока не может похвастать достаточным количеством крытых плавательных комплексов, где есть возможность поплавать в зимнее время. Цены в «Дельфине» установили с учетом интересов социально незащищенных слоев населения. Я вот посмотрел другие бассейны, очень дорого. Ну, мы так посоветовались, нам с мэрии сказали, что вот какая должна быть цена именно для социально уязвимых семей. Вот для пенсионеров посмотрели, какая скидка идет, для детей какая скидка идет. Для горожан, можно сказать так, удобство сделали. Вот приходят горожане, и вот, пожалуйста, они смотрят расценки и говорят, очень отличная цена, хорошая цена. Довольная, может, доступная цена. После долгожданного открытия «Дельфина» члены сборных нашей страны по пятиборью, плаванию, триатлону и другим видам спорта вернулись домой. Их почти 6-летним скитанием по различным спорткомплексам пришел конец. Они обрели новую старую тренировочную базу, где есть качественный 25-метровый бассейн, отвечающий многим требованиям. Наш бассейн, можно сказать, моего детства, и многие выдающиеся наши пловцы, и Ахмед Анарбаев, здесь учились плавать, там многие, то есть я не буду всех, он самый у нас хороший пловец в республике. То есть все было здесь. И долгие годы он не работал, и, знаете, действительно, это событие городского масштаба, там, республиканского, очень рады все. Ну, приходилось плавать в разных бассейнах, там, где школа оплачивает. Часто выезжали на сборы на Иссык-Куль, там тренировались. Ну, в общем, можно сказать, скитались. Теперь наконец-то вернулись домой. Теперь наконец-то, да. У нас есть своя база, есть где тренироваться. Кроме воспитанников с Дюшор и сборников, сюда приходят и обычные горожане. Бассейн, ставший для многих родным, сумеет возвратить своих посетителей уверенность в спортивной школе. Бишкекчане, многие годы лишенные радости посещения «Дельфина», обязательно вернутся и будут плавать в новеньком отремонтированном бассейне. Невооруженным глазом видно, что ремонт провели качественный. Наконец-то городские власти решили провести здесь ремонт. Мы ждали очень долго, но это того стоило. Теперь, надеюсь, он будет работать постоянно. Благодарен всем, кто принимал участие в его восстановлении. Пенсионер. Днем я занимаюсь своими делами, внуками, ну а вечером, я думаю, надо позволить уже себе расслабиться, отдохнуть. Я думаю, что мы уже заслужили такой отдых. Так что большое спасибо, что открыли. Очень нравится. В ближайших планах руководства строительство на территории школы Олимпийского резерва тренажерного зала и других спортивных площадок. Таким образом, например, сборная Кыргызстана по современному пятиборью, кстати, недавно удачно выступившая на чемпионате Азии в Чолпоноте, получит возможность полноценно тренироваться, не выезжая отсюда. Вот у нас здесь тренажерный зал. Так как мы открылись недавно,
Здесь у нас тренажеров чуть-чуть не хватает. Мы сейчас докупаем тренажеры для детей, для взрослых и для сборной команды СДШО. Когда все будет в одном месте, ну не считая конной подготовки, это очень удобно. А так приходилось везде ездить, то в одно место, то в другое. Это очень неудобно. А теперь, когда есть где тренироваться в одном месте, я думаю, от этого вырастут наши результаты еще. Ну, что касается недавнего чемпионата Азии, он прошел весьма успешно, очень много медалей, такого не было никогда. Но с открытием бассейна, думаю, успехи еще больше будут у нас, не заставят себя ждать. Бассейн «Дельфин» справил свой новый день рождения 9 ноября. В этот день при участии городских властей прошло торжественное открытие плавательного комплекса. Надеемся, теперь он будет работать, как в былые времена, бесперебойно и радовать бишкекчан. Вчера в столичном физкультурно-оздоровительном комплексе прошло официальное открытие школьной лиги. Турнир будет проводиться с участием всех школ Бишкека и продлится до конца следующего учебного года. Состязания будут проводиться по 13 видам спорта. Среди них футзал, волейбол, баскетбол, настольный теннис, шахматы и национальные виды спорта. Помните, вот в советские времена вот у нас были зорницы, вот таких массовых мероприятий много было спортивных. И вот этот данный проект включает все школы города по 16 видам спорта, которые футбол, волейбол, баскетбол, гандбол, легкая атлетика и разные виды спорта по 16 видам. Это дает хорошее воспитание молодому поколению, здоровый образ жизни. Школьная лига будет проведена в 2 этапа. Первый – районные соревнования. Второй этап – городской финал. Уже сейчас в лиге принимают участие более 12 тысяч школьников. Организаторы соревнований заявляют, что этот турнир не единовременный. У школьной лиги есть будущее, и она в дальнейшем будет проводиться ежегодно. Эту идею поддержали все директора школы, сами школьники, потому что они хотят играть, они хотят. Сейчас 21 век, сами знаете, да, вот все дети сейчас, наши дети даже, большую часть проводят за интернетом, там планшеты. А здесь вот в школьной лиге участвуют те ребята, которые в спортивных секциях не занимаются. Вот мы их как бы заинтересуем, да, вот, в спорте. В торжественной церемонии открытия дебютного сезона школьной лиги приняли участие воспитанники городских спортивных школ, танцевальные группы и артисты отечественной эстрады. Отдельно хочется отметить показательное выступление маленькой Эдель Касеновой. Ученица 1 класса, несмотря на возраст, является победительницей множества международных состязаний по художественной гимнастике. Недавно 7-летняя Эдель на Пекинском кубке стала абсолютной чемпионкой, завоевав 2 золотые медали в упражнениях без предмета и с обручем. В эти дни она готовится к открытому чемпионату Соединенных Штатов Америки. У меня тренировка идет по 4 часа в день. Я готовлюсь очень усиленно, и как бы мне надо очень стараться, чтобы там хорошо выступить. Я, наверное, думаю, что я возьму первое. Я так думаю, потому что как бы я уже в многих странах брала первые места, и я как бы еще не думала, что я возьму первое место, но я взяла. Состязания школьной лиги пройдут в физкультурно-оздоровительном комплексе, в общеобразовательных и специализированных школах, во Дворце спорта и Центральном стадионе имени Долена Умурзакова. С Комитетом физкультуры и спорта столичной мэрии сотрудничают множество федераций, спортивных организаций и международные проекты. Например, турнир по футзалу активно поддержала Федерация футбола Кыргызской республики. Ее президент Семетей Султанов, на следующей неделе, идущий на свое переизбрание на 2-й срок, отметил важность строительства новых спортивных комплексов для развития спорта. У нас были глобальные проблемы насчет этого. У нас не было просто таких ультрасовременных залов. И еще раз повторюсь, это огромный вклад в развитие спорта, не только футзала или футбола, вообще всех видов спорта. Поэтому такие залы – это просто плюс огромный. И я думаю, после этого у нас действительно пойдет развитие всех видов спорта.
Школьная лига, по примеру республиканской универсиады среди вузов, должна стать масштабным проектом и завлечь сердца юных спортсменов, говорят организаторы. Ведь если школьник ведет активный образ жизни и показывает хорошие результаты, то его могут забрать в любой университет учиться на бюджетной основе. Так, например, у нас поступает Кыргызский технический университет имени Розакова, в который год завоевавший первое место на республиканской универсиаде. Если уже профессиональный спортсмен показывает хорошие результаты, все университеты готовы их взять, потому что и спартакиада республики, универсиада. Каждому высшему учебному заведению, например, спортсмену всегда нужен. Даже не только в учебных заведениях, даже на работе все всегда приветствуют, что здоровый образ жизни ведет спортсмен, честь защищает твоей фирмы или школы, или страны, это очень важно. Первый день лиги стартовали состязания по футзалу. Сборная средней школы номер 26 разгромила команду школы номер 66, сделав первую заявку на победу в своей группе. А пока учащиеся всех 4 районов столицы верят в успех своей команды. Мы готовы к спартакиаде из 13 видов спорта. Ленинский район. Мы думаем, победим. Главное, первое место будем занимать. Да, ребята, да? У нас еще сильнее. У нас готовы. Правильно, ребята? Готовы нам за 100%. Мы только победим, да, ребята? Победим! И сегодняшняя наша тема касается двух лидеров нашей сборной. Это Чингиз Чалабаев и Кадыр Кельсинбеков. Напомним, что Чингиз Чалабаев является одним из лидеров нашей сборной. Является он тренером сборной по борьбе на поясах. Напомним, что на лицензионном турнире в Бишкеке, на столичном дворце спорта, Чингиз Чалабаев, так же, как и несколько счастливчиков из нашей страны, сумели пробиться в финал. И в финале, одолев своего соперника, Чингиз Чалабаев получил право выступать на Всемирных играх кочевников по борьбе лыж весовой категории до 90 килограммов. Этот сюжет мы показывали в рамках программы «Таймаш». И напомним, что дисквалификация этих спортсменов случилась после того, как эти спортсмены решили участвовать на Евразийском чемпионате по борьбе на поясах, который проходил летом на курортном городке Юрмала в Латвии. Тогда, напомним, наши спортсмены очень хорошо выступили. И сейчас мы показываем вам архивные материалы. Это чемпионат мира по борьбе на поясах, который проходил прошлой осенью в столице Татарстана, Казани, в Российской Федерации. И нам показывают, как своего соперника в матче за 3-е место одолел Чингиз Чалабаев. Таким образом, он тогда стал бронзовым призером чемпионата мира. Увы, за выход в финал Чалабаев тогда проиграл очень сильному российскому спортсмену. И вот видим, как награждают сейчас Чингиза Чалабаева. Мы тогда, конечно же, со сборной Кыргызстана съездили на этот турнир. Еще раз выражаем благодарность за ту поездку. И вот награждение лучших спортсменов. И далее речь у нас пойдет о другом лидере нашей сборной, Кадыре Кельсинбекове. Он сейчас на ваших экранах. Кадыр Кельсинбеков выступает в весовой категории до 100 килограммов. И опять же архивные кадры из чемпионата мира, который проходил в Казани. Напомним, соперником Кадыра Кельсинбекова в борьбе за награду стал литовский борец Карлис Каупас. Он сейчас в зеленом трико. И мы будем наблюдать за той схваткой. Напомним, что сумел одержать победу в этом поединке Кадыр Кельсинбеков и завоевал очередную награду. До этого, напомним, Кадыр Кельсинбеков становился чемпионом мира по борьбе на поясах в польском Белостоке. Тогда ему не было равных в той же весовой категории до 100 килограммов. И точно так же, как и другие члены сборной, как и те, кто поехал на Евразийский чемпионат по борьбе на поясах, Кадыр Кельсинбеков также решением тренерского штаба был лишен лицензии. И сейчас мы задаемся вопросом, насколько это было оправданное решение. Я понимаю, что Федерация борьбы Алыш и тренерский штаб, конечно же, сообща принимали это решение, но, может быть, стоило дать какую-то презумпцию, дать время этим спортсменам
для того, чтобы исправиться, может быть, в кавычках, потому что, ну, я не считаю лично, что выступление наших сборников на Евразийском чемпионате является каким-то нарушением, но в итоге вот такое, скажем так, довольно непонятное решение тренерского штаба. Все-таки Кадыр Кельсинбеков, на мой взгляд, является лучшим борцом на поясах в весовой категории до 100 килограммов, неоднократный призер чемпионатов мира и, естественно, на всемирных вторых играх кочевников, конечно же, Кадыр Кельсинбеков в своей весовой категории, я уверен в этом на 100%, завоевал бы медаль, если даже не золотую, но серебро, бронза, я думаю, были бы у Кадыра в кармане. Но это, конечно же, не умиляет его достоинств. Кадыр Кельсинбеков, я еще раз повторюсь, на мой взгляд, является самым сильнейшим борцом в этой весовой категории. И вот решение тренерского штаба также лишить лицензии Кадыра Кельсинбекова в итоге привело к тому, что лишились мы медали дополнительной по борьбе Алыш. Ну что ж, посмотрели мы схватку Кадыра Кельсинбекова. Еще раз напомним, что это был поединок в рамках чемпионата мира по борьбе на поясах, который проходил в ноябре в Казани, в столице Республики Татарстан, Россия. И тогда Кадыр Кельсинбеков стал бронзовым призером чемпионата мира, с чем мы его тогда и, конечно же, поздравляли, показывали мы этот большой репортаж. И сейчас мы переходим к Евразийскому чемпионату, именно тот турнир, из-за которого лишили лицензии наших спортсменов. Сейчас на ваших экранах Чингис Чалабаев. Борется он за первое место Евразийского чемпионата по борьбе на поясах с латышским борцом Озеленшем Озелсом. Кстати, Озелс принимал участие во вторых всемирных играх кочевников. То есть вот такая вот ситуация. Оба боролись в финале Евразийского чемпионата, но нашего кыргызского борца лишили лицензии, а вот латвийский борец Озеленш приезжал к нам на игры кочевников в Чолпонате. Я лично с ним знаком, мы чуть пообщались вкратце, так поговорили. И надеялся тоже, конечно же, Озеленш Озелс, что сумеет он взять медали по борьбе на поясах, но и он, и его напарник, партнер по латвийской сборной, увы, остались без наград. Очень все-таки сильный состав спортсменов был на всемирных вторых играх, и латвийский спортсмен не сумел завоевать награды. Не сумел завоевать награды и Чингис Чалабаев. Мы уже говорим о том, что почему он не сумел бороться. Решением тренерского штаба он был лишен лицензии. Насколько это было правомерно и правильно, конечно же, стоит задуматься. Все-таки ведущие борцы по решению чиновников, увы, не попали на Всемирные игры кочевников. Конечно же, сейчас оба спортсмена сильно огорчены. Кроме этих спортсменов, Чалабаева и Кельсинбекова, также были лишены лицензии девочки, которые сумели одержать победы на лицензионном турнире в Бишкеке во Дворце спорта. Тогда тоже они радовались, то, что они получили возможность бороться за медали игр кочевников, и они также были лишены лицензии. В общем, все, кто участвовал на Евразийском чемпионате по борьбе на поясах, увы, были лишены права выступать в рамках ВИК 2016. Хотя я вот уверен, что очень много медалей они бы привезли, потому что мы с Федерацией борьбы на поясах часто ездим в заграничные командировки, на чемпионаты мира, чемпионаты Азии, чемпионаты евразийские, и везде наша сборная с достоинством выступает, всегда занимает первые места. Лишь в Казани в 2015 году в ноябре наша сборная заняла второе общекомандное место, потому что, Россия, как страна-хозяйка, на тот чемпионат мира имела право и воспользовалась этим правом
воспользовалась этим правом и выставила на чемпионат мира 2 состава. Скажем так, россияне сами смеялись, то, что одна команда была составлена из борцов-представителей Татарстана, а другая сборная, Россия-2, была представлена борцами из стран Северного Кавказа. Сборные так и назывались «Россия-1» и «2», и, конечно, в таких условиях занять первое общекомандное место, в принципе, было нереально. Тогда же и девочки, и мальчики, ребята вот сборной завоевали очень много наград и сумели достойно представить нашу страну за рубежом. Также сборники очень хорошо выступили на евразийском чемпионате, который мы сейчас наблюдаем на наших экранах. Я отмечу, что это весовая категория 100 килограммов. На ваших экранах Кадыр Кельсенбеков, Кыргызстан, и Дмитрий Медведев, Латвия. С Дмитрием Медведевым несколько раз Кадыр Кельсенбеков встречался в рамках различных других турниров. В самом начале даже были подозрения, что Дмитрий Медведев явно весит больше 100 килограммов, но вот в весовой категории до 100 килограммов встретились эти борцы. Евразийский чемпионат по борьбе на поясах, финальная схватка, Кадыр Кельсенбеков, Дмитрий Медведев. И, конечно, сейчас можно понять горечь, можно понять печаль этих ребят, которые были лишены права. Все-таки они заслуженно завоевали путевки на финальную стадию турнира, то бишь на Всемирные игры кочевников, но в итоге не сумели порадовать наших болельщиков своим выступлением. И, как я уже отметил, увы, по борьбе «Алыш» показатели нашей сборной не обнадеживающие. Все-таки мы рассчитывали взять больше медалей в этой борьбе. Все-таки после состязаний по Кыргыз-Курюшу, когда в 7 весовых категориях, во всех 7 категориях победили наши спортсмены, надеялись мы, что и по борьбе «Алыш» достойно выступят кыргызстанцы, но, как я уже сказал, очень многих наград мы не досчитались. Ну что ж, продолжаем мы смотреть. Напомним, что этот турнир проходил в конце июля в курортном городке Юрмала на побережье Балтийского моря, где наша сборная была приглашена Международной ассоциацией борьбы на поясах, и очень хорошо выступили наши сборники и завоевали больше 10 наград. Практически все золотые медали, конечно же, были наши. И единственный вес, весовая категория, по-моему, до 70 килограммов, где мы не взяли золото, но взяли серебро и бронзу. Ну что ж, посмотрели мы, как победу одержал Кадыр Кельсенбеков. И завершу я сегодняшний выпуск таким вопросом: стоило ли это того, чтобы лишать наших спортсменов, которые должны были достойно выступить на Всемирных играх кочевников, этих самых лицензий. Ну что ж, оставайтесь на канале НТС, мы прощаемся с вами до следующей недели. До свидания.